Добрый день. Приветствую от общественной организации города Москвы всех присутствующих. И позвольте поблагодарить Хаву Хазбиеву. Она патриот, она цельный человек, целеустремленный, очень много делает в целом для Ингушетии в регионах Российской Федерации. И в частности, вот мы сегодня видим эту выставку, это мероприятие, которое очень важно для того, чтобы пробить вакуум информационный в регионах России, особенно в Москве. Я вам скажу, что мы здесь в Москве несколько попыток сделали для того, чтобы провести митинг. Нам это не удалось. Достаточно на высоком уровне были мои встречи. Единственное, что мы смогли сделать, это пикетирование здесь. Вот и все. Меня, конечно, сейчас не удивляет, хотя вот и правозащитники удивляются, и юристы удивляются, но сегодня навряд ли мы будем удивляться, что закон, вот как мы, как законопослушные граждане, да, он не действует. Для общества он действует, а для власти нет. И мы, тогда, когда мы принимали участие в этом мероприятии в Ингушетии, во всех этих митингах, вот и в тех мероприятиях, которые здесь Мутольга Магомед говорил, мы тоже призывали к законным мерам против всякого противозаконного действия даже. И думали, если мы вот таким образом будем проводить наши конституционные права, то, разумеется, мы будем в законодательном поле, и нас не коснутся эти репрессии. К сожалению, сегодня по последним делам в России вот это все развилось. Законность, правопорядок, как вот здесь правозащитник выступил, полный беспредел. Я впервые разговариваю с адвокатами, с известными, и с Калоем, и Блюкот был, и Гришиченко был, я со всеми вначале сотрудничал. Я впервые увидел, как факты формируются, фабрикуются и под статьи. Но расследование, как я понимал, это вот совершено преступление, и дальше расследуются предметы, факты, доказательства этого. А здесь прям формируется, фабрикуется под статью, ту, которую здесь уже озвучивали. Я не буду об этом говорить. Я хочу сказать про этих людей. Я соратник, мы вместе были в гуще событий, вместе были до самого утра вот этого митинга. Я не видел, не слышал ни от одного из тех, кто сейчас сидит, политические заключенные, чтобы кто-то из них сказал что-нибудь неправомерное. Я наоборот видел, как и Ахмед, пожилой человек, и Малсак Ужахов, я сам, мы стояли между этими правоохранителями и митингующими, и пытались разрядить обстановку. И ничего не предвещало до того, как мы увидели сотрудников охранников Евкурова, подкупных там каких-то провокаторов, которые как раз таки никак не желали, чтобы это мероприятие прошло мирно, без последствий. Им это нужно было, потому что последний инцидент с законом о референдуме был целиком направлен на то, чтобы спровоцировать общество, потому что это было сделано нагло, демонстративно. Что касается наших политических заключенных, разумеется, они вышли, и вот передача этой земли, это был последний звоночек. А на самом деле в Ингушетии был классический кризис с ингушскими особенностями. Времени нет, поэтому не могу эти особенности рассказывать вам. Они очень интересны. Кроме того, что общее, что творилось, и что беззаконие, и что 2/3
основополагающих статей Конституции, законодательства республики были изменены под одного человека. Власть одному человеку. И последний я из тех, кто был на 2 встречах в Пятигорске у Мотовникова, и где были представители, высокие чиновники администрации президента. Они там сказали, что не ожидали такой реакции общества, потому что их власть наша в лице главы и других руководителей разных ветвей власти, их власть убедила, что все схвачено, коль весь остальной произвол беззакония прошло, так и это тоже мы можем передать, и никаких проблем не будет. Вот как региональная власть готовилась к этой провокации, и федеральная власть как якобы не знала об этом, и если бы знала, может быть, были бы другие поступки, другие дела и так далее, и так далее. Я прошу наше общество ингушское активизируйся, потому что постепенно люди уже начинают привыкать, хотя сегодня еще, позавчера еще одного взяли, активного, очень честного человека, так же, как все они были соратники мои. Я желаю нам всем не опускать руки, пытаться вплоть до Европы дойти и сделать все, чтобы правда восторжествовалась. Еще раз спасибо всем, и техническим работникам, и всем, кто принял участие в этом важном мероприятии.